Компания Samsung объявила о крупнейшей реструктуризации за последние 5 лет. Протезы, способные передавать ощущения, разрабатывают в России. Опытные образцы уже вживили человеку. А Якутия и фонд Сколково укрепляют сотрудничество. Вы смотрите новости из мира информационных технологий. Всем привет и погнали! Гордость и зависть. Японский предприниматель-миллиардер Юсаку Маэдзава и его ассистент по бизнесу, видеорежиссер Йозо Хирано, отправились на МКС с космодрома Байконур. Они стали первыми в истории космическими туристами из Японии. И все бы хорошо, но не всем соотечественникам пришелся по душе этот полет. Роскосмос впервые за 12 лет отправил на МКС космических туристов. В среду с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2-1А» с пилотируемым аппаратом «Союз-МС-20», на борту которого находились российский космонавт Александр Мисуркин, а также японский предприниматель-миллиардер Юсаку Маэдзава и его ассистент по бизнесу, видеорежиссер Йозо Хирано. Маэдзава и Хирано стали первыми в истории космическими туристами из Японии. Мужчины проведут на борту МКС 12 дней. Они будут участвовать в научной программе, а также выполнять задания из списка «100 вещей, которые вы хотите, чтобы Маэдзава сделал в космосе», которые миллиардер собрал через специально созданный интернет-сайт. В частности, он планирует сыграть в бадминтон с Александром Мисуркиным. Помощник бизнесмена будет снимать все происходящее на камеру и выкладывать на YouTube. Жители Токио, опрошенные журналистами Рейтер в среду, рассказали, что завидуют 46-летнему предпринимателю. Он первый космический турист из Японии, и я очень горжусь им. Он очень храбр, потому что не факт, что он вернется домой живым и невредимым. Это большой риск, и я желаю ему успеха. Он богат и прекрасен, обычные люди не способны на такое, но он стал первым космическим туристом из Японии, и я ему завидую. Он явно заплатил кучу денег, чтобы полететь на МКС. Мне интересен космос, поэтому я ему завидую. Я не могу найти столько денег, поэтому я просто завидую ему. Как ожидается, Маэдзава и Хирано вернутся на Землю 20 декабря. Высокотехнологичный гигант Samsung объявил о крупнейшей реструктуризации за последние 5 лет. Руководство компании намерено изменить структуру. Теперь подразделения мобильной и бытовой техники объединят, а бизнес по производству микрочипов расширят. Samsung ждет крупнейшая встряска с 2017 года. Южнокорейский конгломерат обнародовал во вторник планы по объединению своих подразделений мобильной и бытовой электроники. Новый отдел получит название SET, и его возглавит Чон Хи Хан. Компания стремится упростить свою структуру и расширить бизнес по производству логических чипов, поскольку она нацелена на то, чтобы обогнать TSMC и стать производителем микросхем номер 1 к 2030 году. В конце прошлого месяца руководство Samsung объявило, что будет построен завод по производству чипов стоимостью $17 миллиардов в городе Тейлор, штат Техас. Новости об этом совпали с первым за 5 лет визитом в Соединенные Штаты вице-президента и фактического главы компании Ли Дже Йона. Он вышел из тюрьмы в августе, отбыв срок по делам о взяточничестве и растрате, и вернулся на свой пост. Протезы, способные передавать ощущения, разрабатывают в России. Компания «Моторика» совместно с медцентром Дальневосточного федерального университета и Центром нейробиологии Сколтеха провели первую в России операцию. Пациентам вживили электроды, передающие тактильные ощущения от протезов рук. Во время операции на нервы установили специальные электроды для осуществления электрической стимуляции. В послеоперационный период изучают и прорабатывают индивидуальные параметры стимуляции каждого пациента на восприятие тактильных ощущений – давления, боли, тепла и холода. Цель проекта – исследование технологии очувствления бионических протезов, позволяющей обеспечивать максимальное взаимодействие с организмом человека, а также проверка возможности купирования фантомных болей. Это очень интересно, потому что я как живой рукой могу прикасаться и что-то чувствую. Здесь сейчас у Дмитрия к протезе подключены датчики давления на кончиках пальцев. Это сделано для того, чтобы можно было показания давления связать с электрической стимуляцией потом у него на коже. Сейчас вот здесь сейчас только кожная стимуляция используется,
для того, чтобы он мог почувствовать, какое давление оказывается на предмет его протеза. Также функциональные протезы от компании «Моторика» получит еще 20 якутян. В следующем году Якутия сотрудничает с резидентом инновационного центра Сколково на протяжении 3 лет. В этом году протезами обеспечили более 50 якутян. Важным направлением совместной работы станет развитие реабилитационной помощи для пациентов, которым показано протезирование верхних конечностей, в том числе детей. Таким образом, для пациентов с протезами организуют специальное обучение в реабилитационных центрах региона. В целом, Якутия и фонд Сколково укрепляют сотрудничество. На полях международного форума «Открытые инновации» в Москве стороны провели рабочие встречи. Сколково и Якутия взаимодействуют уже 9 лет. Ключевым событием стал 2019 год, когда технопарк Якутия получил статус регионального оператора фонда и расширил возможности своих резидентов. Вакцины от мыта, переработка рыбных отходов в муку, средства от обморожения и многие другие проекты. Сегодня 12 якутских компаний являются резидентами Сколково. Они создают уникальные продукты, получая федеральные льготы и поддержку стартапов. Чтобы придать еще большую динамику и рост технологических решений, уже в следующем году между Якутией и фондом Сколково будет подписано соглашение о сотрудничестве на 10 лет. Мы считаем, что региональный оператор Сколково в Якутии один из лучших, он постоянно в тройке лучших по нашим оценкам. Растет и число стартапов, и их качество. Предлагаются конкретные решения, которые уже внедряются на практике, в том числе в медицине и в ряде других направлений. Активно работает технопарк, мы сотрудничаем с университетом. Сейчас самое время эти планы освежить. Совместная работа коснется и онлайн-образования. Так, проблемы с нехваткой учителей физики или информатики в якутских школах сможет решить Сколковский образовательный центр. Алексей Сергеевич поставил задачу решения проблемы малокомплектных школ. И вот мы сейчас обсуждали создание такой образовательной платформы для якутских школ, для якутских семей, для того, чтобы такой пилот запустить в Якутии. И чтобы лучшие образовательные технологии сколковские учили наших детей. И когда спросили, как измерять, измерять это результаты ОГЭ и ЕГЭ. Отличная возможность показать инновационные идеи широкому кругу инвесторов появилась и у якутских разработчиков. Уже в мае следующего года во время международной конференции «Стартап Village» в Сколково пройдут Дни Якутии. Ожидается насыщенная деловая программа, а также установка Сергея в самом сердце российской Кремниевой долины. Мы поставим большой шатер, в который соберутся все инвесторы. Там собирается 800 или больше инвесторов. И они увидят первыми якутские стартапы. Но это все не случайность, это закономерность правильных событий, правильных поступков, правильных решений, сообщества правильных людей, которыми богата Якутия. Идем далее. Сахастат выяснил, для каких целей жители Якутии чаще всего пользуются интернетом. Всего интернетом пользуется 91% якутян старше 15 лет. При этом 82% жителей республики выходят во всемирную сеть каждый день. 3,6% несколько раз в неделю, а 5,7% редко. Большинство опрошенных, это 92,5%, чаще всего проводят время в интернете ради общения в соцсетях. 71,5% для осуществления финансовых операций, 51% для прочтения новостей и статей и 46% для скачивания фильмов, музыки и игр. Особенно важно не только пользоваться интернетом, а для начала хотя бы иметь к нему доступ. Озвучены итоги 3-летней работы по подключению к интернету социальных объектов по нацпроекту «Цифровая экономика России». К интернету подключили 430 образовательных организаций, 190 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, 290 органов местного самоуправления, 165 пожарных частей и постов, 250 учреждений культуры и 40 объектов Росгвардии. Всего за 3 года подключено 1385 объектов. Благодаря нацпроекту полностью оцифрованы Горный, Чурапчинский и Хангаласский районы. Практически полностью подключены Кволс, Татинский и Сунтарский улусы. Доступ к всемирной паутине раскрывает и творческий потенциал. Международная арктическая стартап-экспедиция по обмену опытом в сфере инноваций, поиску и поддержки технологических проектов на севере и в Арктике стартует в Якутии в середине декабря.
Изначально стартап-экспедиция работала по Дальнему Востоку, а в прошлом году как экспедиция B8 по всей России. На этот раз экспедиция охватит Россию, Финляндию, Швецию, Норвегию, Данию, Канаду, Исландию, США и продлится до конца следующего года. В этом году в стартап-экспедиции 3 трека: молодежное технологическое предпринимательство, сохранение культуры коренных народов через новые технологии и зеленые технологии. Ну а как выясняется, свои интересные и перспективные проекты есть и в Южной Якутии. Южно-Якутский технологический колледж активно развивает сферу IT в Нерюнгри. Большие возможности для воплощения в жизнь идей студентов появились с открытием 4 новых мастерских. Мастерские интернет-вещей, корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности, машинное обучение и большие данные и разработка мобильных приложений были созданы в рамках национального проекта образования. На нашем отделении информационных технологий всего функционирует лаборатории по 7 компетенциям. Видеопроизводство, веб-дизайн и разработка, программные решения для бизнеса. И вот сейчас у нас запустились в конце августа 4 новые мастерские. Получить знания из мира IT в новых лабораториях имеют возможность студенты, школьники и взрослое население, осваивая востребованные компетенции по определенным курсам. Сейчас уже тесно идет взаимодействие со школой номер 1. Они обучаются по направлениям интернет-технологии, информационные технологии и разработка мобильных приложений. В начале декабря на базе Южно-Якутского технологического колледжа состоялся республиканский форум IT-компетенции «Мой выбор», где 6 команд в течение 2,5 часов разрабатывали концепции своих IT-продуктов и презентовали их экспертам. Первое место разделили команда Покровского колледжа с презентацией мобильного приложения для неопытных молодых родителей и команда Южно-Якутского технологического колледжа с приложением для путешественников. Концепция приложения в том, чтобы сделать чат-бота, который будет подсказывать вам, чего бы вы хотели, там сходить, не знаю, в ресторан, какой-нибудь парк, достопримечательности посмотреть. Участники WorldSkills. До этого мы вместе участвовали в хакатонах, поэтому был опыт работы. Я больше по разработке, именно напрямую писать код. Участники форума с экспертами обсуждают возможности развития IT-технологий и активной цифровизации мира. Возможностей очень много, так как это самое, наверное, развивающееся направление в мире. В целом приходит множество так называемых хакатонов, да, это соревнования для программистов, куча конкурсов по стартапам в IT-сфере и прочее, да, то есть, я как бы доношу до ребят, у меня непосредственно свой практический опыт имеется работы в этой сфере. Впереди новые конкурсы и новые победы, и современные площадки колледжа пустовать не будут. Так уже на следующей неделе начнется чемпионат WorldSkills, к которому сегодня идет активная подготовка. Это были новости IT. Если смотришь нас по телевизору, повтор программы доступен в инстаграм-аккаунте як24.ру и на одноименном YouTube-канале. Но если видишь нас в соцсетях, ставь лайк, подписывайся и не пропустишь следующий выпуск. Увидимся!